В Осетии отметили 154-ю годовщину со дня рождения знаменитого поэта и просветителя Кастахи Тагурова. Совершил панихиду по основоположнику осетинской литературы архиепископ Владикавказский Аланский Зосима. Кастахи Тагуров – осетинский поэт, живший в конце XIX – начале XX века, просветитель, скульптор и художник, общественный деятель, основоположник осетинской литературы. Родился он в 1859 году в североосетинском селе Нар, в семье офицера русской армии. Несмотря на раннюю смерть матери и тяжелые взаимоотношения с мачехой, он сохранил теплые чувства к отцу. Однако сиротское детство, как неизбывная боль, навсегда осталось в памяти поэта. Образ матери и несогретого материнской лаской детства лейтмотивом проходит через все его творчество. Выход в свет на исходе XIX века знаменитого сборника «Осетинская лира» явился исключительным по своей значимости событием в истории осетинской национальной культуры. Осетинская поэзия получила всенародное признание и стала крупнейшим явлением в духовной жизни нации. Поэзия этого народа была той вековой традицией, которую Каста был призван обновить, поднять на художественный уровень развитых литератур. И опыт русской поэзии послужил для него образцом. Но Кастахи Тагуров тонко учитывал в своем искусстве своеобразие обеих этих традиций. Он имел веру в Бога, веру во Христа. Читая его произведения, я не могу сказать, что я знаток творчества Кастахи Тагурова, но читая его произведения, я поражаюсь той глубине христианской веры, которую даже в русских великих поэтах трудно найти. Какая глубокая христианская вера, какая любовь ко Христу, к народу своему, земле своей, ко всем людям. Это воистину пророк великий. И, конечно, такие люди, кто способны, те, кто способны принять этот дар Божий, Господь одаривает их такими великими дарами, какими был одарен этот величайший человек, не только для осетин и Осетии, но и для всего мира. И как подчеркнул владыка, обращаясь к собравшимся, творчество Кастахи Тагурова очень поучительно для детей. Оно дает нравственные ориентиры в жизни, учит отличать хорошее от дурного. Архипастырь призвал изучать творчество поэта и выразил удовлетворение тем, что в церемонии приняли участие школьники. Кроме того, почтить память великого поэта на Осетинскую горку пришли руководители министерств, представители общественности, интеллигенции, студенты.